В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Режим нерабочих дней отменен в Якутии с 8 ноября. Усиленные рейды по объектам массового скопления проводятся в Якутске. Порывы ветра до 24 метров в секунду прогнозируют синоптики в ряде районов республики. В Якутии с 8 ноября режим нерабочих дней отменен. Соответствующий указ накануне подписал глава региона Айсен Николаев. В ходе прямого эфира в соцсетях он отметил, что объявление выходных дней, введение дополнительных ограничительных мер, допуск учреждения культуры и общепита по QR-кодам дали положительный результат. За последние дни снизились темпы заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Сейчас важно закрепить достигнутый положительный эффект. Поэтому с 8 ноября вводится система допуска по QR-кодам в общественные места. Открываются все предприятия, в том числе объекты торговли, спортивные залы, организации сферы услуг. Северо-Восточный федеральный университет продолжит обучение студентов в дистанционном формате и после завершения нерабочих дней. Решение было принято по согласованию с Министерством науки и высшего образования страны. Ну а школьники Якутии переходят на очное обучение с 8 ноября. Распоряжение касается всех классов с 1 по 12 класс. Такое решение было принято приказом Министерства образования и науки Республики. Муниципальное образование, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, самостоятельно принимает решение о формате обучения в школах. Что касается столицы республики, все учащиеся города также с понедельника переходят на очное обучение. Такое решение было принято сегодня на санитарно-противоэпидемиологической комиссии мэрии Якутска. Кружки, секции, дополнительные занятия, школьные, внешкольные мероприятия, вне зависимости от форм собственности, по-прежнему запрещены. Разрешены только индивидуальные занятия, например, репетиторство. Также с 8 ноября возобновляется действие транспортных карт на общественном транспорте для всех учащихся. В целом, темпы роста коронавируса в республике на текущей неделе снизились до 2,5–3%. Об этом сообщил Айсен Николаев в прямом эфире телеканала «Россия-24», рассказывая о том, как республика борется с COVID-19. Еще 3 недели назад рост составлял в среднем 10–20% за неделю. На прошедшей неделе он составлял 4,5%. Кроме того, глава Якутии сообщил, что дополнительно поручил региональному министерству здравоохранения увеличить темпы вакцинации, привлечь волонтеров для помощи врачам на пунктах при заполнении документов. Айсен Николаев также отметил, что с поставками вакцины в регионе все нормально, в достаточном количестве имеется «Спутник Ви». В связи с высоким темпом ревакцинации в нескольких больницах Якутска закончился «Спутник Лайт», хотя в республике он имеется с запасом. 8 числа мы переходим уже в режим работы всех учреждений, конечно же, при этом соблюдением всех ограничительных мероприятий, в том числе и вводим QR-коды в те учреждения, которых раньше у нас их не было. А расскажите, пожалуйста, как дела с вакцинацией? В Якутии вот за последние 2 недели в целом, как и в стране, темпы вакцинации выросли где-то в 2–3 раза. У нас первым компонентом уже привито почти более 57% взрослого населения, а полностью вакцинировано 52% населения взрослого. Есть районы, которые уже выполнили норму, вот 80%, где уже полностью провакцинировано взрослого населения. Что касается стимулирующих мер, то они у нас не только на республиканском уровне были, у нас и органы самоуправления сами вводят, работодатели вводят, некоторые учреждения, ну, скажем так, социальной ответственности, которых высокая бизнеса, они тоже вводят такие разные лотереи, разные поощрительные меры, скидки дают для вакцинированных. Тем временем 290 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в республике за минувшие сутки. В Якутске 145 случаев, в Алданском и Мирнинском районах по 15, в Хангаласском 13 заболевших, в Намском 12, в Сунтарском районе 9, в Тампонском 8 инфицированных, в Мегино-Кангаласском районе 7, в остальных районах Якутии от 6 до 1 случая заболевания.
Сегодня представители сводной оперативной группы города Якутска совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели рейд по объектам общественного питания. Уже за прошедшую неделю они проверили более 600 предприятий, выявили более 25 нарушений. Игнорирование QR-кодов, обслуживание без средств защиты. Марферина Алексеева с подробностями. В Якутске, как и по всей стране, заведения общественного питания перешли в зону ковид-фри. Требования к предприятиям – 100% вакцинация обслуживающего персонала, либо наличие отрицательных ПЦР-тестов. Также и гости законно отобедать или поужинать можно лишь с QR-кодом о вакцинации или о перенесенном коронавирусе. Представители администрации города, правоохранительные и контрольные органы организуют совместные усиленные рейды, чтобы проверить, как соблюдаются ограничения. Частые нарушения в организациях – это не проверяют QR-коды, масочный режим. Также работники допускают обслуживание клиентов без средств индивидуальной защиты. На полу не разнесены разметки. Причем о недобросовестной работе персонала некоторых заведений рассказывают сами горожане, обращаясь в администрацию города. Большинство посетителей довольны нововведенными требованиями, а те, кто против, объясняют это лишь неудобством предоставления QR-кода. Ну, конечно, неудобно, потому что зависает иногда телефон. И плюс требуют еще паспорт. Холодно же, мы ходим, телефоны замерзают, бывает. Ну и мы сами тоже возрастные же, мы не всегда можем включить там туда-сюда, и начинается у нас как бы волокита. Поэтому мы считаем, что, конечно, как упростить мы не знаем, но хотим же тоже где-то отдохнуть там, посидеть. И поэтому я считаю, QR-код, конечно, нужен. Но как вот пользоваться мы еще как бы должны научиться, наверное. Справка, вот это самое лучшее, чтобы она действительно была и показал, и прошел. Оказалось, многие не могут найти свои электронные сертификаты в личном кабинете портала госуслуг. Для того, чтобы сертификат и вся информация про вакцинацию своевременно поступила в личный кабинет, профиль пользователя должен быть обязательно подтвержденным. Это значит, что аккаунт в госуслугах должен содержать данные паспорта и СНИЛСа. Для удобства QR-код можно распечатать и носить с собой вместе с документом, удостоверяющим личность. Марферина Алексеева, Семен Афанасьев, Якутск. Программа субсидированных авиабилетов продолжится в следующем году в Якутии. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев. Он подчеркнул, что в этом году сложилась непростая ситуация. Минтранс страны, к сожалению, при принятии решения о вводе режима льготных билетов для всех категорий населения Дальнего Востока Читу и Якутск не включила. Позже в работе с министерством этот вопрос решился. Конечно, помогло то, что на Восточном экономическом форуме президент страны дал прямое поручение пересмотреть решение. Также Айсен Николаев добавил, что власти республики работают над тем, чтобы льготные билеты появились и на направлениях внутри региона. С сегодняшнего дня стоимость проезда между Якутском и Нижним Бестяхом на судах на воздушной подушке вырастет до 3000 рублей. Это связано с тем, что для перевозки пассажиров будут привлекать аэроботы и «Тайфун». Они будут работать до установления ледяного покрова, после чего цена проезда будет снижена до 1500 рублей. Ориентировочно это произойдет через 10 дней. По словам судоводителей, из-за западного ветра большое количество шуги отнесло к причалу Нижнего Бестяха. Из-за этого суда на воздушных подушках серьезно повреждаются. В Якутском музее имени Емельяна Ярославского начала свою работу выставка, посвященная 130-летию первой экспозиции музея, где выставлено собрание различных предметов из фондов самого музея. За это время в его фонды передали различные предметы от коллекции минералов и предметов ботаники и до большой коллекции фарфоровой посуды. Среди них есть и совершенно новые экспонаты, причем из далекой Южноафриканской республики. Это чароны якутянки Натальи Нкоси. Подробнее о них в сюжете Ульяны Шагиной. Наталья Нкоси – якутянка, которая во время локдауна, уехав на родину мужа в Южноафриканскую республику, не отчаялась. И чтобы не скучать дома, открыла семейный бизнес – керамическую мастерскую. Во время карантина мы не знали, что делать. Многие лишились работы. Вот мы сидели дома и как-то пришли к тому, что мы, в принципе, наша семья очень творческая. И мы начали встречать очень интересных людей, которые были в этом бизнесе. И мы решили попробовать себя в этом. И у нас неплохо даже очень получилось.
И из-за этого мы решили основать свою собственную компанию, которая называется Нкоси Ceramics. Компания в городе Йоханнесбург якутянку руководит совместно со свекровью и невесткой. Такие женские компании, по словам Натальи, очень ценятся в Южноафриканской республике. Основное направление семьи Нкоси – производство ваз ручной работы в африканском стиле. Вместе с тем создает семья Нкоси и якутские чороны. Африканская керамика, она очень интересна тем, что используется лепка. Лепка животных, лепка растений, цветков. И для меня это было очень интересно, потому что я никогда раньше не видела такого, да, на вазах. Выглядело очень красиво, что я решила просто попробовать слепить на маленьких чоронах таких животных, мамонтов наших северных, цветки сарданы, медведи. 3 из них сегодня представлены на выставке в музее имени Ярославского. По просьбе работников музея Наталья отправила их из далекой Южноафриканской республики. Чороны с добавлением объемных фигур северных животных получились не только уникальными, но и открыли собой новую форму синтеза 2 совершенно разных культур – Якутии и Африки. Я сразу влюбилась в эти керамические чороны, потому что они совершенно необыкновенны. Ну, я сама люблю, когда изображают животных на каких-то предметах. Но тут вообще прям фантазия разыгралась, видимо, у автора. И они мне очень понравились. Традиционные якутские чороны в новой форме. Поэтому я и называю их синтезом 2 культур. Это 2 культуры. Это жаркая Африка, прародина человечества, и холодный север. Его совершенная форма чорона. Абсолютно. И цвета всех радуги, всех оттенков. Африканская керамика – это ремесло, возвышенное до искусства. Осколки глиняной посуды, обнаруженные археологами Африки, датируются 7000 лет до нашей эры. Так что для африканцев это не новое направление, вместе с тем очень популярное. Это моя страсть, мое хобби – керамика. Через нее мы сохраняем свою культуру, наше наследие, культуру народов Зулу, Свази и других племен Южной Африки. Это камба на африканс, на языке Южной Африки. Это национальная посуда южноафриканцев. Дизайн выполнен в виде хижины, очень популярная здесь. Ее ставят на огонь и готовят в ней разные блюда – пельмени, кукурузу и многие другие. Сегодня бизнес нашей землячки набирает обороты. Клиентами керамической мастерской семьи Нкоси являются первая леди страны, послы зарубежных стран из Швейцарии, Финляндии, Турции и из самой Южноафриканской республики. А недавно они подписали контракт с крупной американской сетью магазинов Home Goods, куда теперь поставляются вазы в африканском стиле от семьи Нкоси. Есть в планах и завоевать рынок Якутии в ближайшем будущем. Ульяна Шагина, Семен Афанасьев, Якутск. Теперь коротко о погоде в республике. Синоптики прогнозируют порывистый ветер до 15-17 метров в секунду в Оленёкском, Мернинском, Ленском, Жиганском. Днем на востоке Усть-Майского районов завтра. Также в Анабарском и Булунском районах ожидаются порывы ветра до 19-24 метров в секунду, метель. В Якутске ночью 7 ноября будет небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 18, минус 20 градусов. Днем минус 11, минус 13. Это все новости к этому часу. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.